Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В Якутске завершил свою работу 14-й съезд педагогической общественности региона. Делегаты съезда обсудили стратегию развития образования до 2030 года. В течение нескольких дней учителя, методисты и руководители образовательных учреждений обсуждали проблемы и актуальные вопросы образования. Гость студии сегодня Евгений Турнаев, начальник управления образования городского округа Жатай. Евгений Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как мы сказали, съезд уже подводит итоги. Расскажите, пожалуйста, какие проблемы в школьном образовании были обозначены на данном съезде? Действительно, в резолюции пленарного заседания съезда «Открытое образование» — это образование возможностей, четко выделены те проблемы, которые есть в системе образования на сегодняшний день. Это индивидуализация образования, это профессиональная ориентация, это вообще не распространение положительного, успешного опыта наших педагогов, это социально-психологическое сопровождение обучающихся и воспитанников, также взаимодействие с родителями. И поэтому в тех задачах концепции ставятся те моменты, определяются, да, это создание условий для саморегулируемого обучения на протяжении всей жизни. Следующий такой вопрос – это кадровое обеспечение для образования будущего. Следующий такой момент концептуальный – это подготовка условий для успешной деятельности, взаимодействия участников образовательной экосистемы и, соответственно, создание безопасных условий для образовательной деятельности, в том числе цифровой безопасности. Вот такие ключевые задачи. Вот на цифровизации хотелось бы остановиться подробнее, потому что она сейчас плотно вошла в нашу жизнь. Облегчает ли работу педагогов вот эта самая цифровизация? Когда закончится заполнение всякого рода отчетности в бумажном формате и все перейдет только в электронный вид? В свое время, где-то в 2015 году на заседании Госсовета Российской Федерации были выработаны рекомендации по снижению вот такой отчетности для учителей. Находился какой-то поиск, но, тем не менее, определены законодательно обязательные фрагменты отчетности. Это учебная программа, это план воспитательной работы, это заполнение электронного журнала, электронного дневника, ну и, соответственно, еще сопровождение учащихся, связанных вот как раз с профилактическим учетом, с различными видами профилактического учета. И здесь какая сложность? Вот мы, если мы говорим о цифровизации, мы же говорим еще о неравенстве в цифровизации. Ну, допустим, если брать нашу республику, есть отдаленные архаические районы, где еще нет такого доступа для сети интернет, скоростной сети. И там, конечно же, у учителей на местах возникают сложности с заполнением электронного журнала. И когда вот этот вопрос будет решен, там действительно облегчит эту работу, может быть, учителей, пока это очень сложно. Потому что если интернет очень низкий, тормозит, если мы так говорим, да, то, конечно же, это очень большая волокита получается. А с другой стороны, по заполнению бумажных вариантов, недавно прихожу в школу, в сентябре, вижу, педагог заполняет дневники. Старые, бумажные, наши, советской поры еще. Школьные дневники. Школьные дневники. Я же говорю, вы же можете их не вести. Да, мы их не обязаны вести, но нам удобно так общаться с родителями. То есть мы там можем написать рекомендацию, замечание. То есть такая форма общения, она тоже сохраняется. Но это добровольный выбор уже учителей. Я говорю, вы же просто сидите тут, тратите время. Мы тратим время, но нам оно удобно. То есть есть еще и вот такой аспект вот этого вопроса, если говорить о бумажных носителях и электронном формате. Сложности возникают, опять же, еще вот при заполнении тех платформ, на которых сейчас работают учителя. Навигаторы детства, то есть вот та занятость дополнительным образованием, она проходит через эту электронную платформу. Здесь же опять все упирается в интернет, в доступность интернета. С другой стороны, это тоже необходимость явления времени. Мы с детьми должны работать и показать вот эту доступность тех кружков, секций, выбор, свобода выбора. То есть это тоже вот есть. Угу. Евгений Николаевич, а какой должна быть образовательная программа? То есть это какой-то единый стандарт или допускается вариативность программ? И каждая школа имеет ли выбор на вот этот вот выбор программы?
Закон об образовании Российской Федерации, он, конечно же, определяет, сохраняет вариативность при соблюдении реализации федеральных государственных образовательных стандартов. То есть мы о них говорим, но учитывая особенности региона, местных условий каких-то, национальный компонент, опять же, у нас же страна многонациональная, республик очень много, краев, областей, регионов, климатические условия разные. Поэтому вариативность сохраняется. И у нас она в республике, и не то чтобы, она приветствуется даже, потому что есть у нас агропрофильные классы, есть классы направления, там кадетские, классы МЧС. Есть в последнее время появляются такие фирменные классы, которые под эгидой Росатома, например, Газпрома. Поэтому это тоже предполагает реализацию вариативных программ. То есть система достаточно гибкая, можно выбрать что-то подходящее. Да, именно так. Опять, как я уже повторюсь, в нашу жизнь плотно вошли социальные сети, и нередко где-то всплывают какие-то, например, видео или сообщения от обеспокоенных родителей о том, что произошла в классе конфликтная ситуация, ребенок как-то пострадал. Расскажите, какие права имеются у педагогов и кто может защитить педагога, например, в таких ситуациях, потому что нередко родители всю ответственность перекладывают именно на них. Да, такие ситуации в современном медиапространстве все чаще и чаще возникают, и практически в организации тоже могут быть. Нормативно учитель защищен был всегда. Да? То есть это и Конституция, закон об образовании, это закон в республике, закон об учителе. Потом есть профсоюзные организации, правда, далеко не везде, но они все же есть, и они свою роль должны выполнять. Но это в отношении трудовых споров в основном. А также вот есть, опять же, службы примирения в школах. То есть давно они уже вводятся, ну, по крайней мере, последние лет 6, 7 даже, наверное, службы примирения, где участники образовательного пространства находят, вот, родители, администрация школы, учитель, находят какие-то конструктивные пути решения назревающего конфликта. А потом действительно, я уже упоминал службы медиации, да, где можно прийти к какому-то общему решению, которое устраивает и родителей, и учителя, ну и, соответственно, конечно же, ребенка. Поэтому иной раз приходится вмешиваться администрации школы. Ну и, в принципе, это первое звено, которое должно урегулировать или не допустить подобную ситуацию. Распространение там какой-то такой информации, которая может привести к тому, что нанесет ущерб имиджу, образу учителя. Вот. И потом следующий этап управления образования тоже могут быть. В крайнем случае, вот в моей практике это тоже было, мы можем обратиться к детскому омбудсмену, вот, или по правам человека. Да? То есть такие моменты тоже. Но это уже какая-то крайняя мера. Да, это крайняя мера, когда действительно доходит все до мер прокурорского реагирования. Ну, примерно, предположительно так. Но вопросы эти надо, конечно же, решать, а прочее не допускать подобных ситуаций. Вы правы. Конечно, с этим сложно не согласиться, лучше не допускать таких ситуаций. Евгений Николаевич, хочется немножко вернуться еще к теме съезда, который прошел. На съезде было организовано множество дискуссий по тем или иным темам. В каких обсуждениях вам удалось лично принять участие и что нового вы подчеркнули для своей деятельности? Действительно, я хочу здесь выразить благодарность организаторам съезда, Министерству образования, правительству республики, потому что те форумы площадок, на которых встречались делегаты съезда, они были весьма разнообразными. Проходили, ну, началось все у нас с интерактивной выставки в Музее истории «Моя Россия», где, в принципе, я для себя, например, нашел многие ответы от специалистов ресурсного центра по капитальному ремонту. То есть там не просто выставка, там еще такая практика ориентированная, могла быть и беседа состояться, такая встреча по интересам. Хотя мы там все смотрели те достижения, бренды в образовании республики современные, потому что достижений действительно очень много, и они динамично развиваются, идут. Потом у нас стратегическая сессия. Вот стратегическая сессия, где как раз-таки по направлениям, вот этим 4 направлениям, которые я тоже обозначил в начале нашего с вами разговора, там речь шла как раз по... Я работал в секции
качественное взаимодействие участников образовательной экосистемы и в креативной экономике. То есть тоже мне было очень интересно, потому что само название интересное. И там конкретные предложения были выработаны в нашей секции, так же, как и в других, которые, я не сомневаюсь, войдут в план реализации концепции, вот рассматриваемой на съезде. Потому что это стратегический план, документ стратегический до 30 года, с учетом социально-экономического развития республики. Поэтому я думаю, что если эти предложения будут учтены, то результат не заставит потом себя ждать. А какое мнение делегатов съезда по поводу воспитания подрастающего поколения? Ну, на самом деле и на пленарной части, и так в рамках встреч в образовательных учреждениях поднимались делегатами съезда вопросы патриотического воспитания прежде всего, трудового воспитания, потому что на сегодняшний день эти моменты очень важны, и делается очень много. Делается очень много и по стране, и в том числе в нашей республике. Я хочу здесь отметить, что здесь даже Республика Саха-Якутия вышли на лидирующие позиции в организации как раз вот движения, российского движения школьников, опередив там на несколько лет по инициативе. У нас единое движение с 2013 года, а здесь принято решение было несколько позже, уже в рамках всей страны. Также у нас патриотические работы — это отряды юнармии, это поисковая деятельность музеев, школьных музеев. И опять же, с этого учебного года большой акцент делается как раз вот этой работе. Ну и трудовое воспитание. Я вот приведу пример своего детского сада, где у нас в Васильке дошкольники на приусадебном участке выращивают овощи, то есть и картофель, и свеклу, и морковь, и теплицы у них есть и курочки, кролики. То есть ребята, дети маленькие, они сами уже там рассадой занимаются. То есть, пожалуйста. И я знаю очень много примеров по республике, где школы агротехнического профиля, они непосредственно заняты трудом, и стартапов очень много. То есть, когда они уже выпускают на рынок свою продукцию. Вот мы говорили о креативной экономике, вот она и так реализуется тоже. Продукцию вы имеете в виду детский сад, то, что выращивает? Они могут свою продукцию потом пустить где-то? Да, могут. А школы могут участвовать в таком плане? Конечно, могут. Конечно, могут. И, я думаю, должны находить какие-то пути, чтобы действительно расширять подобные действия. Евгений Николаевич, спасибо вам большое, что пришли. Это была очень интересная беседа. Желаем развития учительской деятельности и вообще, в принципе, образования в республике. Благодарю вас. Вам спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.